Заседание Авлакимова с участием государственного обвинителя, начальника отдела прокуратуры Алмалинского района Мамытова, подсудимого Ержанова, защитника подсудимого адвоката Воронова и защитника Ержанова, и рассмотрев в открытом судебном разбирательстве с применением средств аудио-видеофиксации в офлайн режиме уголовное дело, по которому Ержанов Уразал Сантаевич 29 ноября 1963 года рождения, уроженец города Шалтар, Акчубинской области, казах, гражданин Республики Казахстан, женат, образование высшее, работает в научно-исследовательский институт частного права Каспийского университета, проживающий по адресу города Алматы, улица Тулебаева, дом 142. Ранее не судим, своевременно получивший копию обвинительного акта, мера пресечения домашний арест, предан суду совершению уголовных правонарушений, предусмотрен статьей 150 части 2 пунктами 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, руководствуясь статьями 382, 387, 390, 393, 395, 398, 401, 402 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд приговорил Ержанова Уразала Сантаевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 150 части 2 пунктом 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года. На основании статьи 50 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить дополнительное наказание в виде лишения права сроком на 5 лет на занятие общественно-политической деятельности и публицистической деятельности, а именно различные конференции, дебаты, телепрограммы, в том числе в средствах массовой информации, в социальных сетях и других организациях, и участие в проведении в сетях телекоммуникации, организации и участие в проведении различных собраний граждан за исключением памятных и индивидуальных мероприятий, трансляция, распространение публикаций, репортажей различных видеоматериалов на социально-экономические и общественно-политические темы через средства массовой информации, социальные сети и другие сети телекоммуникаций, создание средств массовой информации и участие в их деятельности, в том числе в качестве издателя, представителя или журналиста, право заниматься публицистической деятельностью, связанной с реализацией политических, культурных, профессиональных потребностей граждан и общества, установить осужденному пробационный контроль на весь срок отбывания наказания, возложить на осужденного Ержанова обязанности, предусмотренные статьей 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан, не менять постоянное место жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющий контроль за поведением осужденного при отсутствии постоянной работы или учебы в течение месяца зарегистрироваться в местном органе по вопросам занятости населения в качестве безработного, не покидать жилище в промежутке времени с 23:00 часов до 6:00 часов, являться в службу правоцы в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы. При отсутствии постоянного места работы и учебы привлечь осужденного Ержанова к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Обязать осужденного явиться в службу правоцы по месту жительства для постановки на учет в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу. Разъяснить осужденному о том, что уважительными причинами неявки в назначенный срок признаются несвоевременное получение вызова, а также болезни и другие. Документально подтверждающие обстоятельства, которые лишают осужденного возможности своевременно прибыть по вызову. Иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Разъяснить осужденному о том, что в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета 1 день лишения свободы за 1 день ограничения свободы. Осуществление пробационного контроля в отношении осужденного возложить на службу пробации по месту его жительства. Зачесть срок наказания время содержания под стражей с 23 февраля 2026 года до 16 марта 2026 года из расчета 1 день за 2 дня отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также время нахождения под домашним арестом с 16 марта до 22 мая 2026 года из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день ограничения свободы. Меру пресечения избранного по данному уголовному делу в отношении Ержанова в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде о надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять со дня постановки осужденного на учет в службу пробации.
Взыскать с Ержанова процессуальные издержки за производство экспертиз на общую сумму 132 245 тенге. Взыскать с Ержанова принудительный платеж в размере 15 месячных расчетных показателей на сумму 64 870 тенге, 75 тенге фонд выплаты компенсации потерпевшим. Вещественные доказательства выгрузку публикации Ержанова, выложенные в социальных сетях мессенджера Facebook под ником Муразал Ержанов, а также комментарии к данным постам и компакт-диск, в котором имеются вышеуказанные публикации Ержанова, хранить при уголовном деле. На приговор может быть подана апелляционная жалоба, принесена апелляционное ходатайство прокурору, судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда через Алматинский районный суд города Алматы в течение 15 суток с момента его провозглашения. Судья Муратбеков, прошу садиться.